Индонезия. Округ Муси, Баньюасин. Несколько лет назад этот удивительный малыш из небольшой рыбацкой деревушки в Индонезии взорвал своим появлением интернет. В шокирующем видеоролике двухлетний Алди совершенно по-взрослому попыхивал сигаретой. Видео посмотрели тысячи людей, и оно вызвало волну возмущения во всем мире. Затем выяснилось, что ребенком была выкурена не одна сигарета. Его родители разрешали сыну выкуривать по 40 сигарет в день, и при этом утверждали, что курить он начал в 1,5 года. Алди пристрастился к никотину, а мать с отцом его в этом поощряли. В Индонезии люди относятся к курению иначе, чем в других странах. Здесь курит каждый 4-й житель. Страна является 5-м по величине рынком сигарет. Более того, треть индонезийских детей в возрасте до 10 лет начинают курить. Работники местного здравоохранения были шокированы тем, какое внимание привлек к себе Алди. Благодаря им он едет в столицу Индонезии Джакарту, где Алди помогут избавиться от пагубной привычки и проинформируют его мать Даяну о вреде никотина. Мы последовали за Алди и его матерью, чтобы узнать, сможет ли он излечиться от потенциально смертельной зависимости. Алди, мама разрешает тебе выкурить последнюю сигарету. Ты меня понял? Больше ты не будешь курить. Алди, пообещай мне, что больше ты не будешь курить. Хорошо? Накануне визита к врачу Даяна разрешает выкурить Алди, как она надеется, последнюю его сигарету. На следующий день Алди с мамой едет в больницу Simpta Magnum Kusuma General Hospital, чтобы сделать анализы. Сначала Алди сделают рентген грудной клетки. Затем ультразвуковое обследование сердца и легких. Стенка левого желудочка толще, чем нужно, но функции сердца не нарушены. Врачи уверены, чтобы у Алди не возникало проблем со здоровьем, он должен бросить курить. Они обратились за помощью к психологу Кацета. Крокодил. Да, крокодил. Я работаю с детьми около 40 лет. Я слышал в новостях об Алди. Похоже, он умный и общительный мальчик. Сета считает, что отучить Алди от курения удастся, переключив его внимание на занятия, соответствующие его возрасту, на игры. Посредством игровой терапии мы вернем его обратно в привычный мир детских игр. Очевидно, что не только Алди необходима помощь, но и его родителям. Алди не должен посещать места, где собираются взрослые люди. Все, включая теперь и его мать, надеются на положительный исход лечения Алди от никотиновой зависимости. Спустя 2 года мы вернулись в далекую рыбацкую деревушку, чтобы узнать, удалось ли Алди бросить курить. После курса терапии у Кацета он больше не курит. Уже больше года. Мы очень рады. Но, похоже, поведение Алди стало хуже некуда. Он стал более дерзким, капризным и непослушным. Сначала он пытался мной манипулировать, требовал больше игрушек. Алди определенно привык диктовать свои правила, быть в центре внимания и получает от этого удовольствие.
Курение сделало из него местную знаменитость, в том числе и на рынке, где торгует его мать. Отказ от курения, безусловно, шаг вперед. Однако теперь его родные обеспокоены избыточным весом Алди. Былую зависимость заменило новое пристрастие – к еде. Сегодня Алди с мамой побывают в соседнем городе Палембенге, в местной больнице. Там врачи обследуют Алди. И первым он посетит диетолога. Алди, ты сможешь доесть? Ты съешь это? У Алди есть избыточный вес. Его масса тела не соответствует его возрасту. Он должен весить 17-19 килограммов, а весит 24. Мать Алди признает, что не в состоянии контролировать его аппетит. Его сложно контролировать, потому что в доме живет слишком много людей. Как ему запретить есть то, что едят все? Врачи уверены, ожирение – результат отказа от курения. Доброе утро. Как самочувствие? Негативное действие никотина проявляется в том, что никотин способен вызывать сбои в работе эндокринной системы. У ребенка может развиться резистентность к инсулину. В крови будет накапливаться глюкоза, потребляемая с пищей. И от этого вес Алди будет постоянно увеличиваться. Но для Алди это еще, возможно, не самое страшное. У него появился внушающий опасения кашель. Давно вы заметили у него такой кашель? Когда он очень устает, он начинает кашлять. Врач обеспокоен тем, что курение могло негативно повлиять на дыхательную систему Алди. Сделай глубокий вдох, выдох, еще. Врач направил Алди на рентген грудной клетки, чтобы проверить, как функционируют его легкие. Результаты исследования поразили его. На снимке видно, что у него инфекция легких. Судя по полученным результатам, судя по этому снимку, это туберкулез легких. Но я еще не уверен на все 100%. Его нужно обследовать дальше. Окончательный ответ мы дадим только после этого. После получения результатов анализов. Какой ужас. Не переживайте. Нужно сдать кое-какие анализы. Между туберкулезом и курением определенно есть связь. 60% больных туберкулезом – курильщики. Рак легких не сдает своей позиции. Но и от туберкулеза ежегодно умирают 100 тысяч индонезийцев. Через несколько месяцев Алди предстоит пройти повторное обследование в больнице. А тем временем он старается делать шаги навстречу более активному образу жизни, помогает отцу ремонтировать дом и играет со своими друзьями. Опасность туберкулеза, нависшая над Алди, должна стать первым звоночком для 1 миллиона индонезийских детей-курильщиков в возрасте до 16 лет.